Родственные браки, к сожалению, в последнее время часто встречаются. Женщины со здоровьем вообще не смотрят. Из-за этого трудности создаются в родах. 160-га 110 болуп көтөрүлгөн үчүн келдим. В Кыргызстане снижается материнская и младенческая смертность. Минздраве утверждает, качество медицинской помощи улучшено, но остаются другие проблемы. Отношение будущих родителей к своему здоровью. Планирование беременности оставляет желать лучшего. Какова ситуация с ведением беременности в регионах? Редакция решила это выяснить и отправилась в Ошскую область. Это роддом Ошской межобластной больницы. Он всегда переполнен, медики работают на износ. Сюда поступают женщины со всех регионов. Больше 80% из них с осложнениями. Некоторых вытаскивают буквально с того света. Высокое давление менен келдим. Келип ушул жерде 18'de келдим, 22'si операция болдум. Ашылыр. Баланын ден болду, өзүмдүн ден соолум деле нормально. 160'га 110 болуп көтөрүлгөн үчүн келдим. Может быть, эмедендир оюнда ошодо. Балам 36 неделя төрүлдү. Жакшы, Кудайга шүгүр. Мен күйөөм ошо ноябрда Москвадан келди. Келгенде эми боюмда болуп калды да. Может быть, келгенде эми болуп калат деп деле ойлогом. Келди. Основная проблема в том, что беременность не планируют. Также будущие мамы халатно относятся к постановке на учет, а это чревато осложнениями, а иногда и летальным исходом. Зачастую, как у нас получается, выдают замуж, сразу же ждут тех самых долгожданных двухполосок. Женщина беременеет, у нее токсикоз, проходит время, и потом уже, когда уже поздно, когда уже произошла закладка всех органов в ребеночка, только тогда уже примерно на 3-м месяце или к концу 3-го месяца уже обращаются к врачам, чтобы встать на учет. А иногда бывает, что и вообще не встают. Это в основном к нам так приходят мигранты. То есть говорит, я там обследовалась у врача, и у меня есть анализы, но я не вставал на учет. Мы должны понять, что роль, важность прегравидарной подготовки в том, что, возможно, например, у этой женщины есть, скажем, проблемы с почками, или у нее есть патология щитовидной железы, гипотиреоз, она об этом не знает. Например, гипотиреоз, она особо не проявляется, то есть такие вот смытые такие симптомы. И она уже забеременела, а с гипотиреозом в основном приходит, это могут быть или невынашивание, или же рождаются дети умственно отсталые. Это уже очень, когда уже поздно. Самые проблемные регионы области – Наокатский и Араванский. Здесь порой от медиков требуется невозможное. Значит, у нас бывают такие проблемы. Во-первых, поздний учет. Они поздно обращаются к вам, беременные женщины. Во-вторых, если они обращаются, то внутриутробными инфекциями. При обследовании мы обнаруживаем патологии, то есть пороки развития детей, плода. У нас бывают такие проблемы. При беременности мы не можем их лечить. При таких ситуациях и мы не можем роды разрешить, то есть остановить дальнейшее развитие ребенка тоже мы не можем. Вот такие трудности у нас часто бывают. Ооба бизде эң негизги эле проблемаларыбыздын бири, бул көйгөйлөрүбүздүн бири поздний учеттор. Бизде өзү протокол боюнча 12 жумага чейин учетко алыныш керек, кош бойлуу аялдарча. Аларда биздин ички миграциябыз боюнча анан башка мамлекеттерден келгенине байланыштуу. И дагы бизде эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул аялдардын түшүнбөстүгүнөн бизге поздний учеттор келип туруп атат 12 жумадан кийин, мисалы 13-14 жумалардачы. Biz birinci 12 жумага чейинки учетко алганыбыздын себеби, каттуу алганыбыздын себеби биз биринчи скринингден өткөрүшүбүз керек да. Но и просто встать на учет недостаточно. Необходимо еще соблюдать рекомендации врачей. Но некоторые беременные их игнорируют. Допустим, мы назначаем фолиевую кислоту. При подготовке женщины должны 3 месяца до беременности начать планировать себя, что готовить себя на беременность. Они должны начинать при это время пить фолиевую кислоту,
чтобы готовить. А есть моменты некоторые, которые после беременности тоже они не принимают такие препараты. Еще у нас часто встречаются женщины с анемией. Мы назначаем, даем препараты, но они при таких ситуациях тоже не принимают препараты. И на основании, это тоже один из факторов пороки развития детей. Среди врожденных пороков развития в районе лидируют множественные пороки сердца. Бывают случаи с летальным исходом. Некоторые пороки сложно оперировать даже за границей, да и дети могут не дожить до возраста операции. Сама роженица тоже рискует здоровьем, игнорируя предписания врачей. Усугубляет проблему и миграция. Да, у нас это часто встречается из-за того, что миграция у нас хорошо развита. Из России приезжает без учета, без каких-либо лабораторных обследований. Сроки, бывают сроки в доношенном сроке и маленьком сроке. Экстрагенитальные заболевания не обследуются, они, дополнительный анализ не удается. Из-за этого трудности создаются в родах. Чаще всего это заболевания со стороны мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет. Сложность в том, что заболевание может быть выявлено впервые, а это риск материнской смертности. Беременность с тяжелыми осложнениями отсюда отправляют в роддом Ошской межобластной больницы. Сейчас по идее по Ужской области увеличилось пороки развития. Пороки развития сейчас в первую очередь у нас стоит порок развития ЦЦ. Потому что сейчас не пациенты, вообще женщины со здоровьем вообще не смотрятся. Они поздно обращаются к этому врачу. Генетики также бьют тревогу по поводу врожденных пороков. В Волжской области их число увеличилось. Еще одна неожиданная причина аномалии развития – близкородственные браки. У нас родственные браки, к сожалению, в последнее время часто встречаются. Один из примеров, именно у нас родился ребенок с диагнозом гермафродита и множественные пороки развития. Мы им во время планирования семьи, во время планирования беременности очень много, несколько раз объясняли, что исход будет неблагополучным. Но они, к сожалению, поздно осознали, но теперь уже невозможно обратить. Жертва близкородственного брака появилась на свет в Наокатской территориальной больнице. Сейчас малышу уже около 5 месяцев. Помимо 2 наборов половых органов, у ребенка врожденная слепота и срощенные пальцы на руках. Сейчас родственных браков очень много. Вот сейчас прям сидит вот женщина, которая бөлю называется, бөлю материнская линия, да, материнская линия, они родственные браки, вот, например, они поженили, 2 ребенка у них инвалид. 3-я сейчас она беременна, не хочет прерывать. В первую очередь ответственность за все несут родители. Чтобы выносить и родить здорового ребенка, к беременности нужно подходить осознанно. Хотите здоровую семью, за это нужно стараться, заранее нужно готовиться и потом только планировать. Мы, медицинские работники, готовы во всем помочь, если только приходят. Но мы не можем ходить по домам, каждому стучаться в дверь и говорить: идемте, мы вас осмотрим, вы же планируете беременность. К этому нужно подходить очень осознанно.